Доброе утро, телезрители. Снова встречаем утро в Якутии на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». 23 августа на календаре, день недели, среда, ровно середина недели. Меня зовут Павел Танин. Приветствую всех, кто только открыл глаза, включил свои экраны, может быть, смотрит нас через мобильное приложение и готовится этот день сегодня прожить максимально плодотворно и продуктивно. Конечно же, мы для этого много чего приготовили. Интересные гости нас сегодня ожидают, интересные темы мы обсудим, а познавательном всяком разном поговорим, конечно же, обязательно. Ну и что нас сегодня в эфире ожидает? Во-первых, мы поговорим о том, какие новые меры поддержки для семей военнослужащих появились, полагаются семьям. В студии также ожидаем спортсменов, участников эстафетного заплыва «Россия вперед», который проходил в Приморье. Поговорим о родинках, какие из них опасны и в каких случаях их необходимо показывать специалисту. Также расскажем о том, что Якутское региональное отделение Всероссийского молодежного движения «Движение первых» минувшим днем представило жителям и гостям столицы направление своей работы. Подробности узнаем в материале нашего коллеги. Якутский сорт помидоров «Хаехсыт». Разберем его в нашей рубрике для садоводов-любителей. Ну а в конце эфира вас ждет полезная информация о предстоящем фестивале «Сделано в Якутии. Выбирай свое». И это еще не все, о чем будем сегодня говорить. А если вам хочется и большего, то, пожалуйста, в телеграм-канал наш заходите, подписывайтесь и всегда будьте в курсе всего самого интересного. Ссылка внизу экрана, справа внизу можете наблюдать QR-код, который можно отсканировать и сразу прямиком на этот телеграм-канал попасть. Ну а по традиции начинаем эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха в 6 часов утра была от плюс 2 до плюс 6 градусов. В заречной группе от плюс 7 до плюс 11, в южных от плюс 4 до плюс 7. В Вилюйской группе от минус 1 до плюс 5, в Нижнеленских районах от плюс 4 до плюс 9. В западных районах 2-5 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 2 до плюс 8, в Янских 3-5 со знаком плюс, на северо-западе 5 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 5 градусов тепла, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице региона ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха сегодня днем в Якутске прогреется максимум до 15 градусов. По народному календарю 23 августа Лаврентьев день. Он полон примет, которым наши предки следовали неукоснительно. К примеру, они знали, что в этот день надо погладить черного кота. Животное избавит от печалей, мук, страданий. На Лаврентия полагается сушить и взбивать подушки. Это тоже могло избавить от негативных мыслей. К тому же на взбитых подушках лучше и спокойнее спится. Приметы – это неотъемлемая часть любого народного праздника. Верить им не обязательно, но знать, чему радовались наши предки, а чего опасались, никому не помешает. С другими поверьями этого дня, а также с наступившими знаменательными событиями ознакомимся далее. На календаре 23 августа сегодня отмечают День бисквита, День недорогих авиабилетов, День полета Божьей коровки. По народному календарю сегодня отмечают Лаврентьев день. В старину считали, что именно в это время самые красивые утренние и вечерние зори. Поэтому по-другому этот день называют зоричником. Символ 23 августа – вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья. Также по воде в этот день определяли, каким будут наступающая осень и зима. Если она тихая и спокойная, осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. События в этот день. В 1904 году запатентована автомобильная шинная цепь. В этот день был спущен на воду теплоход «Победа». В 1955 году начал работать Череповецкий металлургический завод. В этом же году состоялся полет первого конвертоплана с поворотным ротором. В этот день был открыт Харьковский метрополитен. В этот день родились Иван VI, российский император в период с 1740 по 1741 года. Александр Грин родился в 1880 году. Русский писатель, представитель направления романтического реализма. Никита Моисеев, советский российский ученый-эколог, общественный деятель. Валерий Николаев, советский российский актер театра и кино, режиссер.
Ривер Феникс родился в 1970 году. Американский киноактер, музыкант и общественный деятель. Константин Новоселов родился в 1974 году. Российский и британский физик, нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Сава, Роман, Лаврентий, Вячеслав, Афанасий. Ну а в минувший понедельник, 21 августа, в офисах Центра «Мои документы» стартовал прием заявлений по новым мерам поддержки членов семей военнослужащих. Об актуальных нововведениях нам сегодня расскажет главный специалист клиентской службы города Якутска Центра «Мои документы» Марина Николаевна. Марина Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Собственно, что за новые меры поддержки, на кого они рассчитаны, кто может на них претендовать? Да, действительно, сейчас для семей военнослужащих, для участников специальной военной операции и военнослужащих самих предусмотрен в целом уже 11 мер поддержки, включает в себя комплекс. Буквально с этой недели начался прием по 4 новым мерам поддержки. Это единовременная материальная помощь на газификацию жилых домов, обеспечение молочной смесью детей до 3 лет и предоставление бесплатной юридической и психологической помощи. Подробнее расскажу про газификацию, наверное, интересно многим будет. Эта мера предоставляется супругам, состоящим в зарегистрированном браке, и родителям военнослужащего. Каждый из них может получить поддержку в размере 150 тысяч рублей в случае, если владеет разными жилыми домами. Да? Вот. Здесь хочу подчеркнуть, что эта мера, к сожалению, не во всех населенных пунктах может быть оказана ввиду отсутствия технической возможности. Более подробно можно будет уточнить по телефону Центра телефонного обслуживания. Это 8 800 100 ровно 22 16. Там вам расскажут, в каких населенных пунктах можно будет получить эту поддержку. Вот, наверное, думаю, имеет смысл все-таки разъяснить, кто относится к категориям граждан, да, что члены семей военнослужащих, где она ограничивается. Вообще, большинство из этих 11 мер поддержки, оно относится к семьям с детьми. То есть для детей военнослужащих это, вот, как я ранее сказала, обеспечение молочной смесью, бесплатное посещение детских садов, да, бесплатное питание для детей с 5 по 11 классы, детские лагеря и целевое обучение в средних и высших образовательных профессиональных учреждениях и повышенная стипендия. То есть это детям. Есть также меры поддержки для родителей, это санаторно-курортное лечение. Также есть поддержка в виде помощи психологической, это в основном и выплата в 200 тысяч рублей. Здесь есть очередность, в первую очередь, это, конечно, супруги, состоящие в зарегистрированном браке, дети, проживающие совместно с военнослужащим. И в следующая очередь это родители, и при отсутствии вышеперечисленных это родные братья и сестры. Вот мы поговорили, в принципе, о новых мерах поддержки именно, немножко затронули и те, которые были до этого. А какие-то вот новые сами услуги в Центре «Мои документы» появились на фоне появления новых мер поддержки? Ну вот как раз, как я уже сказала, это ранее существовала уже мера поддержки, да, сейчас она увеличилась до 11, это заявление можно подать в комплексе, то есть при одном посещении, одном обращении, да, там перечень документов довольно минимальный. Родство тоже также подтверждается свидетельствами соответствующими, с регистрацией брака, свидетельство о рождении. Вот. Ну и от выбранной меры зависит полный документ, полный пакет документов. Подробно можно на сайте нашем ознакомиться, mfc.saha.ru, либо в телеграм-канале МФЦ «Мои документы Якутия» тоже. А вот обратиться можно по записи предварительной или по живой очереди тоже предусмотрено? Для членов семей военнослужащих выделен отдельный
приоритетный талон обслуживания. Его можно получить в наших центрах, в терминалах выдачи талона, либо по желанию также можно записаться предварительно на сайте МФЦ. А подать, допустим, документы в электронном виде возможно ли? Да, по большинству озвученных мною мер предусмотрена электронная подача документов. Осуществляется это на региональном портале e-yakutia.ru. Для направления документов необходима подтвержденная учетная запись в госуслугах. Ну и вот мы обсудили, что да, можно по живой очереди, в принципе, прийти, по электронной записи предварительной, электронно подать документы. Есть ли еще какие-то, может быть, способы, места, куда можно обратиться за вот этими мерами поддержки? С 1 июня этого года начал работу филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Располагается он по адресу Аюнского, 41/1 на первом этаже. Там располагаются не только окна приема Центра «Мои документы», но и других органов власти. Есть Центр поддержки, психологической поддержки, юридической помощи, библиотека и выстроена кураторская работа, которая работает с каждым индивидуально. Завершая беседу, вот вначале сказали, что вот по газификации там как бы есть привязка к техническим условиям, то есть если их нет в населенном пункте, то как бы не получится ее провести. Есть ли еще какие-то, может быть, вот меры поддержки, которые, ну, там по тем или иным причинам не могут быть оказаны? Вот из новых мер поддержки обеспечение молочной смесью детей до 3 лет. После подачи заявления с заявителем свяжется педиатр, проведет осмотр и в случае, если ребенку необходимо дополнительное питание, в таком случае выпишет предписание, по которому можно будет получать. Вот. Ну, то есть по необходимости. То есть по рекомендации врача, получается. Да. Марина, спасибо большое за то, что много полезной информации для наших зрителей, актуальная, самое главное. Удачи вам в вашей работе, удачи в работе центра. Мы сейчас прервемся на короткую паузу. Впереди у нас тоже много интересного. Поговорим, как говорилось уже ранее, о родинках, какие опасные, какие безопасные, на что стоит обращать внимание. Нет, сделаем обязательно зарядку. И еще много гостей ожидаем в студии, в том числе и представителей фестиваля «Сделано в Якутии. Выбирай свое». Что это за фестиваль, много ли там своего и насколько это вкусно, узнаем. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. Объявлен конкурс в Нерюнгри на лучший дизайн-проект сквера Славы к 80-летию Победы. Лучшие работы лягут в основу разработки проекта сквера. При этом авторы и участники конкурса должны соблюсти ряд критериев. Наличие основного элемента будущего сквера – это монумент на тему Великой Победы, мемориальных досок, а также соответствие дизайн-коду города. Заявки на участие принимают до 17 сентября в отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации. Победитель получит премию в 100 тысяч рублей. Более 2700 бойцов студенческих отрядов привлекут к работе на объектах в Якутии за ее пределами. Айса Николаев во время рабочей командировки в Средний Колымский район встретился с бойцами Колыма студстройотряда. Глава республики обозначил предварительные результаты работы, а также поблагодарил за ответственное отношение к труду. Сегодня в студотрядах Якутии трудятся порядка 2200 студентов, в том числе работают и в Среднеколымском районе. В ближайшее время ожидается распределение более 100 бойцов в сфере строительства, 50 бойцов в сельском хозяйстве и 350 школьников по работам. Всего в этом году планируют охватить 2700 бойцов студенческих отрядов. Более 900 вакансий представили на педагогической ярмарке. Принять участие могут граждане, которые имеют педагогическое образование и находятся в поисках работы, а также выпускники учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Соискателям в том числе предложены вакансии директоров школ и детских садов, а также специалистов управления образования районов. Всего представлено более 900 рабочих мест от 170 представителей из 34 районов. Ярмарка продлится до 16 часов в главном учебном корпусе СВФУ. Нехватка учителей известна и стоит как проблема уже несколько лет, последние годы. Да? Педагогические кадры очень востребованы сейчас.
В основном это учителя математики, физики, информатики, русского языка, английского языка. Да, вот это самые основные предметы, которые мы очень нуждаемся в специалистах. И надеемся, что молодые специалисты, окончившие, все-таки распределятся по улусам. Всего 25 конкурсантов примут участие в отборочном этапе национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Отбор пройдет в сентябре текущего года. Сам чемпионат проведут в очно-дистанционном формате. Отмечу, что 10 человек будут участвовать в категории «Школьник», 13 человек в категории «Студент» и 2 участника в возрастной категории «Специалист». Конкурсанты проявят себя по 20 компетенциям. Кроме соревнований по профмастерству предусмотрена деловая, культурная и образовательная программы, в том числе различные мастер-классы. Всего с начала старта проекта «Мобильные доктора» осмотрели около 20 тысяч жителей арктических районов. Из них почти 5 тысяч – это дети. Глава республики Айсан Николаев в ходе рабочей поездки в Среднеколымский район встретился с бригадой врачей, которая работает в районе во второй раз с начала года. Мобильные доктора не только осматривают пациентов, но также и обеспечивают дальнейшее курирование тех, кому требуется постоянное наблюдение. Также Айсану Николаеву показали работу кабинета компьютерной томографии, который открылся в конце мая в Среднеколымском районе. Ну а утро Якутии продолжается, и сейчас поговорим о теме здоровья, а именно о родинках, потому что у многих людей они есть, но мало, возможно, кто знает, что некоторые виды родинок, они могут быть опасны, и стоит на них обратить внимание. Вот как понять, когда обращать внимание необходимо и нужно идти обязательно за медицинской помощью, а когда, в принципе, все вполне себе хорошо. Все это в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Сегодня я вам расскажу про родинки, когда и почему нужно показывать их врачу. Обычно родинки по-научному невусы безобидны, однако существует тип, который требует внимания онколога. У них высокий риск перехода в онкологические заболевания. Расскажу, как отличить такую родинку и насколько все серьезно. Вот удобный алгоритм проверки. Асимметрия. Чтобы определить асимметрию, нужно провести воображаемую ось посередине родинки. Хороший невус эта ось разделит на 2 симметричные части. Край. У безопасной родинки он гладкий и ровный. Окраска. Цвет должен быть однородным. Если же, например, на светлой родинке проступают черные точки, ее нужно проверить. Размер. Чем больше невус, тем выше вероятность превращения в меланому. Динамика. Любые изменения родинки должны вас насторожить. Появление корочек, трещинок, шелушения, кровоточивости, увеличение размера. Если у вас есть хотя бы один признак из 5, обязательно обратитесь к врачу-онкологу. На ранних стадиях меланома лечится хорошо. Обычно достаточно небольшой операции, после которой можно навсегда забыть о своем заболевании. Но вот если с диагнозом затянуть, резко вырастают шансы появления метастаз. Причем они могут быть в большом количестве и в разных органах. А это уже очень серьезно. При их проявлении хирургического лечения будет недостаточно. Придется проходить курсы химиотерапии, таргетной терапии. Вот главные факторы риска развития меланомы. Светлый фототип кожи, веснушки, светлая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза. Диагностированный рак кожи у близких родственников, наличие ранее выявленных новообразований, любовь к загару особенно опасна, когда солнечные ожоги получает ребенок, посещение солярия, наличие атипичного невуса, новые родинки после 40. Во второй половине жизни они появляться не должны. Что делают с подозрительной родинкой? Есть несколько способов от нее избавиться. Криодеструкция, хирургическое удаление, электрокоагуляция, фотодинамическая терапия, лазерное и радиоволновое удаление. Лазерное удаление самый простой и распространенный. С помощью лазера родинку просто срезает. На всю процедуру уходит несколько минут, а уход за кожей максимально простой. Будьте здоровы!
Это «Утро Якутии». Мы продолжаем. Вдох глубокий, руки шире. Не спешите. 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Если жив пока еще, гимнастика. Слова, я думаю, знакомы многим из нас. С момента исполнения этой песни Владимиром Высоцким до наших дней мнение о том, что зарядка – это то, чем должно начинаться утро, укоренилось в сознании людей. В этом нет ничего плохого. Утренняя зарядка – замечательное, полезное начало дня. С нее мы и предлагаем вам начать сегодняшнее утро. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских. Я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам разминку, которую вы сможете повторить в домашних условиях. В этом мне помогут воспитанницы спортивного клуба «Либерти» и гимнастки сборной Республики Саха-Якутия. Давайте начнем. Итак, ножки вместе, ручки в замочек. Начинаем разминать наши пальчики, подключаем правую ножку. Поехали. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Ножки вместе. Пружинка. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули ручки наверх, улыбаемся, вытянули шейку, стоим, держим. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустились на пяточки, взяли себя за локоточки, наклоны вниз. И раз, растягиваем, 2, подколенную связочку, 3, 4, 5. Умницы, 6, 7, 8. Отлично. Выросли. Ручки в стороны, ножки на ширине плеч. Готовимся, наклоны. И раз, и 2, и 3, не торопимся, 4, и 5, и 6, тянем бок, 7 и 8. Ручки вперед, наклон. И раз, вытягиваем позвоночник. И 2, длинная шея. 3, коленочки затянуты. 4, 5, еще ниже. 6, 7. Отлично, вытянулись. Сели вниз. Выпад на правую ножку. Качаемся. И раз, качаемся. 2, 3, активней. 4, развернулись. И 5, выпад. 6, спинка прямая. 7, 8, другая ножка. И раз, ниже. 2, 3, 4, развернулись. И 5, шейка. 6, 7, 8. Делаем упражнение на пресс. Ножницы. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим ножки. Раз, 2, 3, улыбаемся. 4, 5, 6, 7. И повторили еще раз. Отлично. Сделали складочку. Потянулись вперед. Вытянули позвоночник, вытянули ручки. И раз, 2, лежим в складочке. 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Встали на ножки. Сделали глубокий вдох. Выдох. Умницы. Спасибо. На этом наша разминка закончена. Занимайтесь спортом, занимайтесь художественной гимнастикой и будьте здоровы. Вот еще одно из замечательных, на самом деле, вариантов начать утро – это плавание. Тоже многие люди этим занимаются. Плавание здоровье очень сильно укрепляет. А кто-то занимается плаванием прям вот совсем, занимается. И вот как раз-таки в Приморье с 5 по 11 августа состоялся эстафетный заплыв «Россия вперед». Именно эти даты 10 лет назад в эту дату 10 лет назад был совершен международный межконтинентальный эстафетный заплыв через Берингов пролив Чукотка-Аляска 2013.
Целью проведенного мероприятия в этом году стала популяризация плавания на открытой воде и здорового образа жизни. Заплыв посвятили столетию образования Министерства спорта России, столетию образования Центрального спортивного клуба армии ЦСКА, 85-й годовщине образования Приморского края, десятилетию проведения, опять же, заплыва через Берингов пролив. Сегодня в нашей студии спортсмены и участники заплыва. Это Григорий Прокопчук, бронзовый призер чемпионата мира по зимнему плаванию 2014 года в Финляндии, чемпион России 2015 года в городе Мурманск, бронзовый призер чемпионата мира по ледяному плаванию 2015 года, также в Мурманске. И Афанасий Дьячковский, мастер спорта Республики Саха-Якутия по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по стрельбе из блочного лука. Спортсмены, уважаемые, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, расскажите подробнее вот про вот эту спортивную феерию плавания, которая состоялась в начале августа. Ну, как вы уже упомянули, все началось с 2013 года. Прошел этот заплыв эстафетный межконтинентальный Берингов пролив. Вот. И в этом году уже, так сказать, десятилетие. И нам сообщил капитан команды Докучаев Олег Евгеньевич, что есть такая возможность принять участие вот, в эстафетном заплыве на 230 километров «Россия вперед». Вот. Ну и у нас команда из 3 человек, получается, я, Афанасий Дьячковский, Андрей Кузьмин. Ну и мы, так сказать, скажем так, очень радостно встретили эту новость. эту новость. Вот. И, так сказать, ну, этот заплыв состоялся, получается, в городе Владивосток, 230 километров, так сказать, расстояние от Владивостока до Находки, через Большой Камень и обратно в Владивосток. То есть, скорее всего, грубо говоря, ну, вдоль берега, наверное. Да, вдоль берега. Вдоль берега. Ага. А сколько вообще пловцов было? 35 пловцов было из 9 регионов России. Ну и наша республика тоже вот мы представляли. Ну, так как 10 лет назад вот на Берингов проливе вот мы были тоже втроем все вместе. И кроме этого у нас были еще 2 профессора. Медико-биологическая группа. Профессор Угаров Гаврил Спиридонович и Дмитрий Семенович Тимофеев. А вот как вы сказали... Медико-биологическая группа. Она для чего присутствует на таких соревнованиях? Ну, то есть было интересно само влияние холодной воды на человека. И они измеряли температуру у человека, так сказать, до, так сказать, заплыва, после заплыва, его, так сказать, это, ну, реакция самого организма. Зрачки, пульс, мы так сказать, давление. На госпитальном судне «Иртыш» были, там полностью это большое судно, 170 метров длиной, и полностью оборудованный медицину, военный госпиталь. И вот они перед тем, как в воду уходить, полностью тебя проверяют, и потом после того, как выходишь, тоже. Интересно. И влияние холода тоже изучали, вот влияние холода на организм человека. Мы уже плавали на Берингов проливе, когда от 2 градусов до, ну где-то чуть до 8-9 было. И вот по 10 минут плавали, и вот когда ты заходишь, потом выходишь, и вот это полностью тоже вот... Ну, это вот с научной точки зрения, конечно, экспертиза, ну не экспертиза, исследование интересное, да. А вот с точки зрения просто своего ощущения, холодная вода, плавание в холодной воде, как ощущается, как, может быть, влияет, чувствуется какое-то вот положительное влияние? Ну, вы, наверное, так сказать, видели тоже, как проводит, так сказать, у нас вот есть моржи Саха, ребята тоже активно занимаются закаливанием. Вот. И на короткое время погружения, и потом, когда ты выходишь из воды, у тебя тело краснеет, у тебя выброс гормонов, эндорфины, ты себя чувствуешь, скажем так сказать, в приподнятом настроении. То есть очень хорошая энергетика. Да, очень хороший энергетик. А когда уже более такое длительное время, то, конечно, в этом случае идет уже подавление функций организма и уже, так сказать, состояние не такое комфортное. Это надо все равно терпеть, холод все равно надо терпеть. Но мы как бы знаем, как организм наш поведет в холодной воде, из-за этого более-менее подготовлены к этому, как холодной воде. Но вот во время заплыва этого года, как была вот погодная погода вообще отличная была. Ну, я бы не сказал, ну, потому что тайфун был. Я в Владивостоке первый раз, там и дожди идут, прям проливные дожди, и нет, тайфун. Воды, вода теплая была. А вода была 26 градусов до, так сказать, там, до 20 как-то так она менялась. Вот.
Ну а я в Владивостоке первый раз, и там тайфун, и у нас вот последний день уже не состоялся, так сказать, финиш, его запретили по техническим причинам, Ну, в смысле, волна большая по погодным. Тайфун, Вот. наводнение было. А там прямо из бухты целая, так сказать, выходила целая, так сказать, вереница этих кораблей. То они выйдут, то спрячутся. Это вот эти корейские Когда корабли. тайфун направление меняет, то уходит, а с открытого моря все туда заходили в бухту. Все прячутся. Корейские, вот эти вьетнамские, японские шхуны были, рыболовецкие много было. Ну, волна, да, неприятная волна, большая волна. Ну, Большая волна была. Да, большая. А по поводу возрастных ограничений интересно, были ли, участвовали дети, может быть, в этом заплыве? Или какой был предел именно по самому Не, старшему вот возрасту? плавания предела нету. Дети были за 7, сколько? 76, да, был самый старший. Ну да, там Ну, где-то это за 70. где-то 7 лет там, да. Но дело в том, что уже, Вода так сказать, там у нас после Берингового пролива там у нас даже образовались семьи, и вот эти дети, они после Берингового пролива уже появились. И вот эти ребята, они это, так сказать, тоже участвовали. Дети уже. Берингового пролива, Да. так сказать. Да, есть, ага, Да, такое- да, да. такое есть, ага. Ну вот, насколько мы знаем, уже планируется уникальный проект «Заплыв вдоль Курильских островов», по-моему, в следующем Да, году. да, в 24-м году, ага. В коротком о нем расскажите. Ну, вы знаете, это, как говорится, сейчас трудно об этом говорить, может быть, даже не надо говорить, но, так сказать, да, так сказать, нас уже, мы подали заявку, вот, у нас там, так сказать, есть Федерация зимнего плавания, и, Россия, так сказать, ага. да, и они предварительно переговорили с командованием Тихоокеанского флота, и вроде нас пообещали поддержать. Вот. И также, так сказать, техническое обеспечение в том плане, что госпитальное судно «Иртыш» может быть нам, так сказать, Вот тоже эти большие заплывы, они предоставить. очень финансово затратные. И вот нас поддерживает вот, военно-морской Тихоокеанский флот вообще вот. И Русское географическое общество. А у нас же председатель Шойгу, Куджигетович, из-за этого вроде бы команда идет, когда вот военные поддерживают. Только так вот получается. Ну, а Курильские острова — это, конечно, такой это грандиозный тоже проект, и, так сказать, там тоже очень много разных технических моментов. Те же, как сказать, рыбы разного рода. Ну вот вы сегодня, кстати, не с пустыми руками пришли. Очень много, вот тут даже есть рекорд Гиннесса есть. Расскажите подробнее, что сейчас перед нами находится. Ну, Афанасий. Ну вот эти дипломы, вот, говоришь, это мой, это вот, это всем вот участникам 2013 года заполучили Берингов пролив. Это в каком году? Уже? Ну, в смысле, Нет. в 2013 году Да. состоялся заплыв, а зарегистрировали его в книге рекордов Гиннесса только после нескольких лет. Ага. Вот, то есть там это такая определенная сложная эта процедура. Вот, и Проект года был по плаванию этого в мире. Да, это заплыв. есть Всемирная ассоциация по плаванию в открытой воде, и этот проект был, так сказать, признан проектом года. И после всех этих регистраций и вот книга рекордов Гиннесса, так сказать. Да, зафиксировано. Зафиксировано. Вначале было полностью общий заплыв только, а потом уже именные пришли. И вот как бы мы, как он считает, рекордсмены или участник вот этого как бы Вы, рекорда получается, Гиннесса. обладатель рекорда Да, Гиннесса. обладатель Да. рекорда Гиннесса, да. Ага. Вот, еще медали, я так понимаю, с разных Да, заплывов. это вот Берингия, Мгм. это Берингово. И вот наши вот сейчас вот заплывы вот эти от этого. Юбилейный, да, Юбилейный, десятилетний. Да, да. Вот. Ну и еще грамоты, соответственно, Да, тоже да. с этих же заплывов. Вот я спрашивал до этого про детей, участвовали дети. Мне интересен момент, что какие-то, может быть, для детей особые меры безопасности предусматриваются? То есть, может быть, спас-жилеты какие-то? Или... Ну, у всех участников, у них, так сказать, они, так сказать, прикрепляют к поясу буйки, буй. оранжевого Международное цвета. правило, ага. Да. Обязательно. Вот. Но и они как и спасательные, и сигнальные буйки. Без этого, когда волнение, вот, без его человека не найдешь. Хотя вот рядом плывут на сопровождении, а без буйка ты человека не увидишь. Волна большая, вот когда вот тоже обязательно это как безопасно. То есть, грубо говоря, идет дистанция, и рядом какие-то сопровождающие суда. Да, всё да, равно да. Сопровождающие, постоянно. Да, и которые вот с корабля возят тоже, вот они и сопровождают. Мгм. А если человек вот сегодня слушает нас, глядя на вас, такой, я тоже хочу заняться вот таким, я тоже хочу проплыть очень большую дистанцию в открытой воде, возможно, даже в холодной. С чего начать человеку, куда, может быть, обратиться, где его направят, где его поставят в нужное русло?
Ну, у нас в республике так не сильно это вот холодовое плавание развито. Но обычно мы в бассейн ходим и летом на открытой воде. Ну, я еще хотел дополнить, что у нас есть это, так сказать, Моржи Саха, общественная организация, они нынче зарегистрировали себя. Вот. Они тоже постоянно ходят, так сказать, закаляются, моржуют. Ну и, конечно, если плавать на длинные дистанции, то тут без бассейна не обойдешься. То есть надо нарабатывать технику, надо нарабатывать выносливость. Да. Вот. Ну и еще раз говоря про эстафетный заплыв, он сама дистанция несколько дней проходит, правильно я понимаю? Да. Неделя, 6 дней было. Да. Ага. Ну, здесь мы, получается, плыли в дневное время, вот, а на Беринговом проливе мы плыли и в ночное время. Днем и ночью. И без остановки. И даже ночью были случаи, когда пловца теряли из вида. Вот. А как в таких ситуациях, допустим, вот если взять пример бегуны, да, они бегут, у них марафонские дистанции, сверхмарафоны, у них там есть же пункты питания, когда они на ходу подбирают какие-то свои специальное питание в каких-то тюбиках, на ходу выпивают. Как вот на воде в таких случаях поступают, когда долгий заплыв? У нас же обычно заплывы эстафетные. На Беринговом проливе через каждые 10 минут вода холодная, из-за этого меняли. А здесь по полчаса плавали, вот час. Ну, по полчаса и по часу плавали. И по часу, да. Вода комфортная. То есть, в принципе, организму, грубо говоря, сил хватает эту дистанцию пройти, потом он выходит, передает дистанцию и восстанавливается. Нет, мы в воде передаем. В смысле, когда передал уже, потом... Когда соло плывешь, допустим, Ла-Манш, они набирают вес, к примеру, по 20 килограммов специально, потом готовят специальное питание, и они питаются, получается, находясь в воде, лодка подходит, ему дают специальный такой, напиток, который уже, так сказать, энергетически подготовленный. Так же, как и выпивает и плывет. Вот у нас на Беринговом проливе было, так сказать, тоже несколько человек, которые переплыли Ла-Манш. Ага, по такой системе. Так, спасибо вам большое. Я, во-первых, желаю, чтобы в следующем году этот проект с Курильскими островами все получилось, чтобы было еще больше впечатлений, были новые рекорды. Ну и в целом, еще раз поздравляю с участием, как минимум, в этом знаковом событии. Вот. А мы продолжаем. Якутское региональное отделение Всероссийского молодежного движения «Движение первых» минувшим днем представило жителям и гостям столицы направление своей работы. И в этом поддержали детские загородные лагеря не только столицы, но и улусов республики. Более подробно о том, как прошло это мероприятие, в следующем материале. Яркие краски, энергичные танцы и море веселья. Всероссийское молодежное движение «Движение первых» устроило для молодежи столицы настоящий праздник лета. На главной площади столицы собрались несколько сотен ребят, которые получили заряд эмоций в преддверии нового учебного года. Это фестиваль летних практик Саха-лето с лагерями. Все лагеря, которые смогли сегодня сюда подъехать, они показывают весь свой опыт работы. Можно познакомиться с направлениями, с тем, что они наработали. Ну и вообще здорово провести свое время. 12 направлений работы движения первых были представлены на разных площадках. Участники праздника лета своими глазами увидели, чем же будет заниматься новое молодежное движение. Такие мероприятия, я думаю, мы можем проводить, потому что это для детей как мотивация, то, что не надо сидеть в телефонах, лучше веселиться. И в будущем это даже пригодится к образованию, когда ты будешь поступать в институт, колледж и все остальное. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить, чтобы в лагеря другие встречались, чтобы было интересно, и все начали знакомиться и дружить. Ну, я считаю, что такие мероприятия очень поднимают вообще патриотический дух каждого человека и помогают подрастающему поколению именно открыть свои новые какие-то горизонты, показать себя, раскрыть себя и так далее. И действительно, это очень классное мероприятие. Все-таки это какой-то опыт, не опыт будет для начинающих, скажем так, детей. Ну и для разнообразия, да. Ну, в принципе, это хорошо же, то, что ты занимаешься какими-то новыми видами, скажем так. В направлении образования и знания своей работы представили районные школьные лагеря. Так, команда из Токинской школы-интернат из Алехминского района представила участникам этого праздника свои заготовки.
Мы привезли на ярмарку сегодня на выставку разные виды варенья, которые вот сделали совместно с детьми. Вот поделки, мягкие игрушки, которые дети вязали во время смены. Но самое интересное у нас вот есть мед из одуванчиков. Вот такой. Сами собирали одуванчики, все варили, мыли, чистили, все сделали, да? И вот. Фестиваль мне очень понравился. Сегодня мы здесь увидели шишки в шоколаде. Мы их попробовали, очень вкусные. Тоже возьмем на заметку. А на площадке медиа и коммуникации воспитанники и читатели детского издания «Кескиль» и «Юность Севера» презентовали новое познавательное мобильное приложение. Тут можно смотреть видеоуроки по вашим предметам, например, географии. Можно проходить тесты, вот, начать тест. И получается смотреть видеоуроки. Православной веры и крещения. И что вообще это дает? Там какие еще блоки есть? Там еще много всего. История России, например. Всеобщая история, якутский язык. Там тоже можно проходить тесты и смотреть видео. В целом праздник получился действительно ярким и запоминающимся, ведь здесь никто не ходил просто так как программа этого мероприятия была насыщенна и увлекательна. Но организаторы пообещали превратить этот праздник в добрую традицию. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. С последними новостями нас ознакомят. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. В Среднеколымске построят 8 домов для переселенцев из аварийного жилья. Глава Якутии проверил в районе ход реализации республиканской программы по переселению. Айсан Николаев осмотрел стройплощадку 4 многоквартирных жилых домов на 63 квартиры по улице Строительная в Среднеколымске. На объекты установлены сваи и отмостки здания. На площадке работают 16 строителей и 2 единицы техники. В данный момент завершается монтаж каркаса здания. Глава республики обратил внимание строителей на необходимость серьезной проработки организационно-технологической схемы строительства в условиях Арктики. Ну а в целом в Якутии почти 12 тысяч многодетных семей уже получили земельные участки. Так, 11 850 семей, имеющих 3 и более детей, получили землю. 8380 из них под индивидуальное жилищное строительство. По данным Минстроя, 7500 земельных участков уже обеспечены электричеством, 3500 газом. Всего на получение земельных участков подали заявки более 27 500 многодетных семей. Из бюджета Якутии на субсидии муниципальным образованием на эти цели выделили в этом году 109 миллионов рублей. В следующем году направят 150 миллионов. В микрорайоне Марха, Якутска, где преобладает частный сектор, проблема безнадзорных собак стоит очень остро. Нередко хозяева отпускают своих животных на самовыгул, тем самым нарушая административное законодательство. Собаки с приусадебных участков и отпущенные на самовыгул нападают на прохожих, пугают детей, и поэтому на регулярной основе в микрорайоне проводят рейды по отлову и доставке животных в пункт передержки. Так, на прошлой неделе 13 собак отловлено в Мархе. Если у собаки находят владельца, то ему выписывают акт об административном правонарушении. Ну, вообще у нас на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия совместно с Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия, да? И с нашей подрядной организацией пункт передержки животных «Помоги выжить». Значит, в свою очередь пункт передержки он производит отлов безнадзорных животных, да? А Департамент ветеринарии следит за тем, чтобы собаки у нас не были на самовыгуле. Сахалета с движением первых. Фестиваль под таким названием проводят в столице республики. На площади Ленина собрались организаторы отдыха детей и их оздоровления. Представители педагогической и медицинской общественности, методисты, вожатые, директора детских лагерей и другие представители организаций детского отдыха обменяются опытом работы по реализации единой программы воспитания. Работает выставка лагерей, идут мастер-классы. Также участники продемонстрируют свои таланты на республиканском конкурсе лагерной песни. Пройдет смотр лучших практик организации летнего отдыха и занятости среди детей и молодежи.
приехали со всех районов республики разные новые идеи, новые подходы организации летнего отдыха. В основном это трудовые лагеря. Год труда мы инициировали, чтобы таких лагерей было много, и среди них тоже конкурс проводится. Ну и у нас учреждением Республиканским центром юные якутяне проводится среди агропрофилированных школ отдельное направление. Основным оператором летнего отдыха, оздоровления детей у нас является Сосновый Бор. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и до новых встреч. Ну а в грядущие выходные в Якутске пройдет фестиваль «Сделано в Якутии. Выбирай свое». Он является уникальным комплексным познавательно-развлекательным мероприятием, на площадках которого пройдут культурно-выставочные и деловые мероприятия. Собственно, каждый участник фестиваля через свое дело, через свой труд сможет, через свои продукты, изделия и так далее, покажет свою любовь к республике и расскажет о ее особенностях. Фестиваль состоится с 25 по 27 августа этого года в Якутске на 3 разных площадках. Это Кружала, Старый город и площадь Ленина. Подробнее о фестивале нам сегодня расскажет Ирина Атласова, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей Республики Саха-Якутия, «Сделано в Якутии». Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, судя даже потому, что я сказал, судя по афише, нас ждет что-то такое грандиозное с точки зрения местного производства. Причем, надо, наверное, забежать вперед, сказать, что «Сделано в Якутии», вот этот фестиваль, это не только про продукты питания будет, это будет, в принципе, про все, что у нас здесь могут произвести и производить. Да, совершенно верно. Как правильно отметили, вообще в Якутии данный фестиваль проводится впервые. И у нас акцент нашего этого фестиваля именно поддержка наших местных производителей не только в области продукции, да, производства местной продукции, но и производства, конечно же, изделий, товаров, народно-художественных промыслов, людей, которые изготавливают какие-то вот такие уникальные изделия, да, то, что относится к креативной индустрии. Ну и, конечно же, само название фестиваля «Сделано в Якутии. Выбирай свое» говорит о том, что нам нужно быть патриотами, нужно пользоваться и потреблять местную продукцию, местные изделия, поддерживать отечественные товары. Ну вот для посетителей какая программа будет представлена? То есть понятно, что будет что-то типа ярмарки, ну и будут, возможно, что-то приобрести, это точно. Помимо этого, что еще посетители ярмарки ожидают? Как выше уже было сказано, наш фестиваль будет длиться 3 дня. Это с 25 августа, буквально в пятницу начинается деловая программа. И в 11 часов мы приглашаем заинтересованных специалистов в области гончарного ремесла наш республиканский медиацентр по Орджоникидзе 31. У нас в 11 часов начнется там, значит, конференция керамистов, где будут обсуждаться вот в целом перспективы развития керамического ремесла в Республике Саха-Якутия. Также после обеда у нас с 2 часов в окружной администрации города Якутска состоятся круглые столы. Это в первую очередь на тему «Выбирай свое отечественное». И с 3 часов в зал столицы мы приглашаем всех специалистов и представителей креативной индустрии. Будем говорить о перспективах развития креативной индустрии в нашей Якутии. Но это что касается тех, кто непосредственно специалисты заняты в этом производстве, а вот, допустим, для обычных горожан что-то предусмотрено? Ну, для обычных горожан что мы подразумеваем, да? Потому что обычный горожанин, гражданин, пусть это мама, пусть это простой человек, ремесленник, он сидит дома, он что-то производит. Или это девушка, которая торты свои, да, производит. Пожалуйста, к нам, добро пожаловать на наши выставки, на нашу ярмарку, которая пройдет с 26 по 27, вот как уже выше было сказано, в торговых рядах Кружала и на территории вот старого города перед Кружала. А возможность подать заявку, допустим, на участие в ярмарке той же есть еще? Да, конечно, есть. Мы вплоть до пятницы принимаем заявки, уже люди записываются, интересуются. И, конечно же, у нас по концепции нашего фестиваля мы в первую очередь приглашаем наших местных производителей. Ну вот мне интересно, я не знаю, покажут ли мои коллеги сейчас на экране, логотип этого
мероприятия замечательного. Можете ли рассказать о нем, как он был придуман, почему вот он именно, это же авторская работа, насколько я понимаю, почему он такой? Да, совершенно верно. Когда Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» создавалась, а это некоммерческая общественная организация, был объявлен конкурс именно на логотип ассоциации. И, как мы уже видели на экране, наш логотип состоит из желтого круга, что олицетворяет наше солнце, которому мы поклоняемся, да, народ Саха. И вокруг цвета зеленый, синий, красный, это цвета из флага нашей республики, которые означают людей вокруг солнца, танцующие наш танец дружбы Асохай. Вот, и завершая беседу, как бы, импортозамещение, на самом деле, вот, несмотря там, на события нынешние, курс на импортозамещение в стране появился достаточно давно уже, еще с середины десятых годов, наверное. Насколько сильно, может быть, развилось местное производство, именно насколько ассортимент увеличился? Можно какую-то статистику привести? Ну, о статистике пока рано говорить, потому что, в силу последних событий, да, и санкций, сейчас вот как раз идет такой вот прям наплыв людей, которые начали понимать, осознавать о том, что нужно поддерживать местное. Но здесь я хотела бы все-таки напоследок сказать, так как время очень у нас короткое, я также наших гостей, жителей столицы, приглашаю на наш турнир республиканский. Именно мы для трудовых коллективов, для общественных организаций проводим национальные настольные игры. Вот 26 августа на центральной площади города Якутска, на площади Ленина. В 10 часов мы вас ждем. Приходите со своими командами. Хабалык и Хамыска. И также там будет культурная программа «Мы из Якутии». Ну что же, очень мощное какое-то мероприятие получается. Надеюсь, это пройдет на ура. Ну, и не сомневаюсь, что так и будет. Спасибо. Вам спасибо, что в нашу студию пришли, о нем рассказали. Напоминаю, что с 25 по 27 на Кружала, площадь Ленина, Старый город, там все будет. Я с вами на этом прощаюсь, дорогие телезрители. Завтра увидимся.